Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем чарговы эфірны дзень, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі з нашай студыі Еўрарадыо ў Варшаве. Моя сёння першая гостця з Украіны, палітычны аглядальнік, дырэктарка па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі, экспертка iSense Марыя Аўдзеева. Добры дзень, спадарыня Марыя. Привітання, Зміцер. Дякую вялікі, што далучыліся да нашага эфіра, таму што, наколькі я разумею, вам зараз ужо каторы дзень не да таго. Усё чакаеце, пакуль там Пуцін увядзе войскі ва Ўкраіну. Ці ўжо не чакаеце? Усё ж такі, я тут, можа быць, троху так не вельмі добра жартую, але сапраўды колькі дзён толькі размоў пра тое, што будзе вайна ці не будзе, распачне Пуцін агрэсію супраць Украіны ці не. На сёння якая ситуация? Да, это была топ-тема и последней недели, и я нахожусь в Харькове, которая за 40 километров от границы с Российской Федерацией, и Россия идет тактикой постоянной эскалации, то есть постоянных угроз, шантажа, и вот то, что происходило в последнюю неделю, это было таким пиковым шантажом, пиковая эскалация, которая завершилась переговорами между Путиным и Байденом, и потом переговорами уже Байдена с президентом Зеленским. Вроде бы немного все началось успокаиваться, но вот сегодня появились снова сообщения о том, что Россия говорит, что все-таки она требует каких-то гарантий не нападения или гарантий не расширения. В общем, каких-то гарантий она хочет и говорит о том, что если такие гарантии не будут предоставлены, они снова рассматривают вопрос военного решения этой ситуации. Но, тем не менее, что я всегда говорю в таких интервью, и моя позиция как гражданина Украины, это то, что Россия уже напала на Украину в 2014 году, она уже оккупирует украинскую территорию, и Украина за вот этот период 7-летней войны накопила огромный опыт противостояния, и наши бойцы, те, которые стоят на передовой, они готовы отражать любые атаки. Поэтому в целом ситуация нормальная, то есть мы понимаем, что мы живем рядом с агрессором, и что нападение может быть в любой момент, но тем не менее Украина готова отражать такую агрессию. Атрымліваецца, што вось гэтая тэза з Москвы, з Крамля, ад расійскіх прапагандыстаў, што Украіна можа напасці на Расію, яна што, да гэтага часу яшчэ існуе? Я чаму гэта пытаюся? Я ўжо не памятаю дакладны год, ці то 18-й, ці то 17-й была прэс-канферэнцыя тагачаснага пасла Расіі ў Беларусі Сурыкова, і там акурат такі ось быў той момант, калі стала вядома пра стварэнне вайсковай расійскай базы ў Клінцах, непадалёк ад беларускай Воршы. И мы пытались, что это означает, штосьці плануе Россия Воршу захапіць, и он кажа: не, это ж вот там неподалеку от украинской все-таки мяжы, гэта на выпадок, калі Украина нападзе на Россию. Так вот, с того часу гэтая тэза все еще гуляе? Да, как это ни странно, и к этому еще добавилось то, что Россия усилила свое информационное присутствие в медиаполе Беларуси, о чем мы с вами неоднократно говорили, и поэтому тут еще добавилось то, что Украина хочет нападать или может нападать, или имеет какие-то агрессивные намерения не только в отношении России, но и в отношении Беларуси, о чем, в принципе, нелегитимный президент Лукашенко постоянно и заявляет о том, что якобы Украина здесь со странами НАТО готовит какое-то вторжение либо какую-то агрессию, поэтому концентрирует войска. При этом совершенно почему-то упускается из виду то, что на Украину напала Россия 7 лет назад, мы находимся в состоянии войны и противодействуем, и поэтому, естественно, войска находятся возле границы, потому что мы находимся в состоянии постоянного на нас военного вторжения.
ва Украіне ўжо прывыклі да заяў Лукашэнкі, пачынаючы яшчэ ўжо нават не памятаю з якога года, што тут ва Украіне рыхтуюць баевікоў, каб нешта там у Беларусі зрабіць, там яшчэ невядома што, і вось зараз зброя там вагонамі цэлымі чыгуначнымі едзе ў Беларусь з Украіны і гэтак далей. А зараз вось словы про тое, што Украіна можа там напасці на Беларусь, яшчэ што-нибудь. Вот до гэтага ўсяго ўжо прывыклі ва Украіне, ці ўсё ж таки сур'ёз у пэўныя моманты ставяцца да пэўных яго заяў? Это забавно слышать, тем более то, что некое оружие каким-то образом попадает на территорию Беларуси. Мне всегда хочется задать вопрос, а как тогда работает белорусская погранслужба, если она пропускает через свою территорию вагоны оружия с Украины? Ну, это, в общем, конечно... А вельмі просто. Беларуская памежная служба показала, як яна працуе падчас мігрантскага крызіса на мяжы з Польшай. Да, когда пограничники, которые должны охранять приграничную территорию, помогают ножницами, кусачиками разрезать колючую проволоку. Да. Но касательно самой риторики, она, конечно, очень сильно изменилась, и это в течение вот этого времени, которое прошло с момента выборов или украденных выборов, было очень заметно. Она становилась все более агрессивной. Я это связываю с тем, что Лукашенко все более ставал зависимым от Кремля, от поддержки Путина, и таким образом это его вынуждало говорить все более откровенно резкие вещи в отношении Украины, занимать агрессивную внешнюю политику в отношении Украины, которая в конце концов срослась с российской, и вот это вот подписание совместной военной доктрины, которая была в прошлом месяце, подписание этих союзных карт, и все, что говорил Лукашенко, начиная с этого момента, оно, в принципе, показывает, что фактически Украина имеет сейчас протяженность границы с Россией не только на восточной своей границе, но также на северной границе, там, где 1084 километра границы с Беларусью, они практически сейчас превратились в границу с Российской Федерацией. Дарэчы, вось адзін з наших гледачоў задае пытанне, асабліва з улікам, што ўсё ж таки Харкаў знаходіцца у 40 кіламетрах, як вы адзначылі, ад вось гэтай лініі супрацьстаяння. Такое пытанне: якія настроі сярод насельніцтва ОРДЛО без уліку акупацыйнай адміністрацыі і калабарантаў, што ад яе кормяцца? Вот ёсць нейкія звесткі ўсё ж таки рэальныя пра тое, што якія там настроі? Все, кто могли уехать из этих территорий, то есть те, которые видят свое будущее в Украине, те, которые хотят быть частью страны, которая стремится в Евросоюз, стремится стать частью НАТО в будущем, они оттуда выехали. То есть там остались в основном те люди, которые либо не имеют такой возможности, либо каким-то образом связаны, либо просто вынуждены там находиться. Поэтому, естественно, часть коллаборантов, назовем их так, людей, которые получили российские паспорта, таких вот по данным некоторым около 500 000 человек. То есть 500 000 человек на сегодня получили паспорта и фактически там пользуются ситуацией, и но и в России же их тоже не ждут, потому что они пытались выехать, некоторые из них в Россию, но там им показали, что, в общем-то, они там совершенно тоже не к месту. Поэтому эти люди сделали свой выбор, в общем-то, и их будущее стоит, то есть где они себя видят, мне не совсем понятно. Но я тут еще хотела интересные цифры привести. Я когда готовилась, посмотрела, сегодня как раз только утром опубликовала рейтинг, последние данные по отношению украинцев в Беларуси. Они очень интересные и показательные, потому что часто же ставится вопрос, когда говоришь с белорусскими журналистами о том, что Лукашенко когда-то был популярным политиком в Украине. Так вот сейчас цифры такие. Спрашивали украинцев о том, какую страну они видят врагом для себя. И по отношению к Беларуси врагом видят сейчас Беларусь 16% населения, опрошенных, и, возможно, врагом 32%. То есть в сумме это нам дает 48%, в то время как год назад этот показатель был 22%.
то есть больше, чем в 2 раза увеличение. То есть Лукашенко своей политикой, своей риторикой, своим отношением к Украине, демонстрация полного подчинения Кремлю, он привел к тому, что сейчас 48% украинцев воспринимают Беларусь как вражеское для себя государство. То есть это практически примерно сопоставимые цифры с Россией, потому что по России там получается 72% воспринимают Россию как врага. Ну, наколькі я ведаю, ўсё ж таки сацыялагічнае даследаванне за один дзень не робяцца, і мне цікава, ці патрапілі так по апытанню той час у апытання той час, калі Лукашенко выказаўся наконт Крыма, ці ўсё ж таки калі б крыху пазней праводзілі это апытанне, гэтыя вось лічбы, якія вы назвалі, былі б яшчэ большыя. Да, возможно, но тем не менее, в принципе, вопрос по тому, что Лукашенко говорил в отношении Крыма, я видела, что он в белорусском медиапространстве такое вызвал большое обсуждение, но в Украине это было не так сильно заметно, потому что фактически то, что делает Лукашенко, и то, что он превратил Беларусь практически в военную базу Российской Федерации, то вопрос по признанию Крыма это было вопросом времени. И тут я должна сказать, что он еще как бы его точно, то есть последней точкой он еще не поставил. Последней точкой в этом вопросе Лукашенко-Крым будет туда его поездка, которую вот он анонсировал в этом интервью с Киселевым, о том, что его должен пригласить туда Путин, и они вместе с Путиным полетят на самолете почему-то именно в Севастополь. Не знаю почему, но вот он хочет полететь на самолете в Севастополь. И вот когда он самолет с ним приземлиться в Севастополе, то это, конечно, станет уже такой окончательно жирной точкой в этом вопросе. Сейчас он еще все равно какой-то люфт, какую-то такую возможность себе что-то юлить или как-то трактовать оставляет, но в любом случае это все равно вопрос времени, и подпадая под такую полную зависимость от Кремля, у него других вариантов я на сегодня не вижу, чтобы он как-то по-другому мог себя повести. Дарэчы, акурат жа вось днямі у Крым наведаліся дэлегацыя беларускіх прапагандыстаў, такі вельмі цікавы набор, палітычны сомелье, Волф і рускамірец. Але як ці нейкая была рэакцыя ва Ўкраіне, у Крыме на гэты візіт? Ну, российские пропагандисты, то есть, извините, белорусские пропагандисты, которые туда поехали, это стало такой, как бы одним из элементов, которых много для того, чтобы каким-то образом всем демонстрировать о том, что Крым признается Беларусью, да, что Беларусь Крым признала. Тут идет речь, постоянно поднимается вопрос о том, чтобы запустить туда прямое авиасообщение, о том, чтобы туда белорусы ездили на отдых. Вот там была цикл статей о том, что нужно ехать в Крым, что там хорошо. Потом вот о том, что уже вспоминали, там есть такая ассоциация белорусов Крыма, которая постоянно приглашает туда Лукашенко приехать. То есть это просто один из элементов вот этой вот стратегии России по завязыванию Беларуси в этот крымский кейс, для того, чтобы не было вариантов так себя не повести и в конечном итоге туда не поехать. По Донбассу, в принципе, примерно то же самое происходит. Туда с завидной регулярностью ездят российские пропагандисты, причем топ-пропагандисты, такие, например, как Маргарита Симоньян, директор Russia, главный редактор Russia Today. И они туда приезжают, и, значит, там говорят о том, что вот надо вернуть Донбасс домой и все прочее. Но дальше заявление это не идет, потому что фактически цель таких визитов — это сделать картинку для СМИ. То есть картинка для СМИ сделана, информационный повод получен, и дальше он уже используется для того, чтобы показать, ну вот, например, в случае с Крымом, посмотрите, тут фактически это почти уже сам Лукашенко приехал, вот. Ну а за случай с Донбассом о том, что мы
как бы своих не бросаем, хотя раздаем паспорта, но тем не менее Россия не признает своего участия прямого в конфликте на Донбассе. Калі мы уже заговорили про Крым, і я зараз попрошу поставить кавалачак майго інтэрв'ю з адным вельмі папулярным у Беларусі і не толькі ў Беларусі чалавекам. Калі ласка, паслухаем. А ваша позиция по Крыме с 2020 года изменилась? Вы тогда в эфире сказали. Де юра, де факто, да, я тогда говорила, но это было, понимаете, все об осторожности тогда тоже. Сейчас, конечно, все всегда признают, что Крым украинский, то есть он незаконно сейчас находится под влиянием России. Поэтому, да. Ну, я думаю, что все вы познали Светлану Тихановскую, и фактично, хоть так вот все ж таки крыху паспрабаваўшы гэта выказаць мягка, але ўсё ж таки гэтыя словы прагучалі. Крым украінскі, і ён незаконна знаходіцца под Расіяй. Гэта яшчэ недавно, калі мы з вами у тым ліку гаварылі наконт таго, што чаму не адбываюцца сустрэчы з Тихановскай на вышэйшым узроўні з украінскім, там з Зеленскім, з прадстаўнікамі кіраўніцкай адміністрацыі прэзідэнта, там і гэтак далей, гэтак далей. Заўсёды мне казалі, што ну яна ж вот па Крыме неяк вот так вот неўцямна выказалася дэ юрэ, дэ факта і гэтак далей. Ну як з ёй можна гаварыць? Зараз гэтыя словы фактычна прагучалі. Чаго чакаць? Пакуль пачуюць у Киеве гэта? Я, надо сказать, никогда не привязывала то, что говорит Светлана Тихановская, либо кто-либо другой в отношении Крыма с тем, каким образом, то есть нужно ли говорить. Моя позиция всегда была о том, что с демократическими силами Беларуси мы должны говорить, потому что диалог необходим, и если мы не будем говорить, то это место будет занято другими, например, в первую очередь Кремлем. Вот, поэтому говорить обязательно нужно, и уровень этого разговора уже должна, конечно, администрация, офис президента решать, и Министерство иностранных дел. Мы, в общем-то, конечно, я надеюсь, что даже если эти контакты не происходят на высоком уровне, то они происходят на экспертном уровне, потому что нужно понимать позиции, и диалог важен всегда. Что касается в целом позиции Светланы Тихановской по Крыму. Украина, как вот с чего мы начали, сейчас находится в очень сложной ситуации, когда нам фактически Россия, ядерное государство, самое большое по площади в мире, угрожает военной агрессией, прямым военным вторжением. И поэтому в такой ситуации, когда в отношении нас постоянно идет шантаж о том, что будет прекращена поставка энергии, энергоносителей. В этой ситуации, конечно, есть масса вопросов, по которым тоже важна позиция. Это важно четко говорить о том, что Россия — это агрессор, Россия оккупирует территорию, российские войска присутствуют на территории Донбасса. Сейчас идет суд в Голландии, уже завершается фактически обвинительным заключением по сбитому MH17, который был сбит завезенным с территории России Буком. То есть масса вопросов, по которым не менее важны, и позиция по которым также важна. Поэтому, говоря с Украиной, нужно понимать, что по всем этим вопросам необходимо демонстрировать свою позицию. Конечно, Украина чувствительно к ней относится, и поэтому я не знаю, насколько такой диалог, он сейчас нужен в сфере публичной для того, чтобы никому не навредить. А кому гэта можа нашкодзіць? Ну вот глядзіце, сустракаецца Тихановская, ну сустрэлася уже фактычна з усімі заходнімі лідарамі, пачынаючы там, я не ведаю, ад прэзідэнтаў Польшчы, Літвы і заканчваючы прэзідэнтам ЗША. Сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім. Не так вот, як у іх было там дзесьці там прывітанне сустрэліся недзе на форуме, а нармальная. Каму яна можа нашкодзіць?
Я не могу отвечать за офис Зеленского о том, когда и как они планируют свои встречи. По поводу того, кому это может навредить. Тут речь идет о том, что необходимо будет конкретно отвечать и оговаривать вопросы, например, по нападению возможному России на Украину. То есть сейчас российская кремлевская медиаповестка, она сводит все к тому, что снова вот биполярный мир, да, мы и они, и вот эти мы, которых показывает Кремль и Россия, это в первую очередь Россия и Беларусь. С другой стороны, они изображают НАТО, значит, Польшу, Украину и другие страны. И вот обсуждая этот вопрос, а он будет поднят как бы приоритетным для Украины, нужно точно понимать, что возможно будет сказать о том, что мы поддерживаем Украину в борьбе с Россией, мы против российской агрессии, мы против российской оккупации, и мы за то, чтобы Украина была независимым государством, и поддерживаем ее желание стать членом НАТО и стать членом ЕС. То есть говорить о геополитике здесь обязательно нужно будет. Поэтому вот если такая готовность есть, то мне кажется, что тогда можно говорить о диалоге на высшем уровне и в публичной плоскости. Если такой готовности или такие вопросы сейчас не стоят на повестке, то, возможно, это и не в интересах одной из сторон для того, чтобы именно сейчас такие переговоры инициировать. Лілія Саломка піша: «Магу вас пераканаць як сацыонік, што прэзідэнт Зеленскі вельмі вітае Святлану. Просто праяўляць яму гэта трэба, ён вымушаны вельмі асцярожна». Ну вот так вот. Тым не менш, адразу пасля гэтага інтэрв'ю мы перапісваліся з вашым калегам украінскім палітолагам Яўгенам Магда. Я ему такое самае пытанне задаў: ну что, пачуюць зараз Ціхановскую ў Кіеве? На што ён мне напісаў: на жаль, не, ім там бітумам вушы заліло. Так вось, роля бітума ўсё ж таки ў гэтай сітуацыі якая? Я думаю, что конкретно к этому разговору это не относится. Скорее, это относится к тому, что у Украины есть зависимость от ряда товаров, которые поставляются из Беларуси, и битум — это только одна из составляющих. И Украина не готова переориентировать свои потоки, то есть экспорт битума и других вот этих нефтепродуктов на другие направления. Поэтому в условиях того, что есть эта зависимость от поставок электроэнергии, экономическое сотрудничество сохраняется. Но я бы не связывала это с тем, что это каким-то образом влияет на возможный диалог с демократическими силами в Беларуси. То есть, да, есть зависимость, да, поставки не переориентированы, да, санкции не приняты такие, которые бы они могли быть, но почему бы не просмотреть на это так, что что Украина оставляет для себя также такое окно возможностей для того, чтобы не прерывать полностью дипломатические, экономические отношения с Беларусью, потому что это один из основных экономических партнеров, и просто в условиях возможной военной угрозы, возможно, военного вторжения Украина сейчас не может себе этого позволить. Ну что ж, вот, дарэчы, зараз з'яўляюцца каментары у нашым любимым стыле конспирологичным. Поступает крайне противоречивая информация про роль Ермака и его влияние на Зеленского. В частности, что Ермак якобы агент ФСБ, и именно он отговаривает Зеленского от встречи с Тихановской. Так ли это? Пытается наш глядач. Конспирология, да, это очень такая распространенная вещь, когда обсуждаются такие вопросы, но я не конспиролог, я вообще юрист, поэтому я всегда смотрю на факты. А факты говорят нам о том, что Украина находится в ситуации, когда вынуждена в
течение 7 лет отражать военную российскую агрессию. И если бы в администрации президента находились люди, которые бы могли фактически ее выстроить, работу офиса под интересы России, то сейчас бы просто вопрос о том, о сопротивлении бы не стоял, правильно? Я думаю, что читатель, который эту теорию выдвигает, он согласится. Тогда бы просто были бы подписаны необходимые документы, и, в общем-то, вопрос был бы решен. О том, что Украина в течение такого длительного времени, это практически уже в 2 раза больше, чем Вторая мировая, да, противостоит, говорит о том, что нет такого российского влияния на Украину, которое бы ей хотелось. Нет тех людей, которые бы могли сломить путь Украины, смогли бы под себя подмять украинскую политику и сделать ее полностью зависимой от России. Даже тот самый Медведчук, которого постоянно вспоминают как кума Путина, который сейчас находится под, кажется, он уже не под домашним арестом, но в любом случае он уже не является активной фигурой украинского политикума. Вот единственный как бы политик, на которого Путин мог здесь опереться, то сейчас ни на что не влияет и фактически устраненный от влияния на политические процессы и на экономические. То есть не все так радужно и не все так легко решается, имея каких-то своих людей или обсуждая возможность приобрести своих людей, как это могло бы показаться. Да военных дзеянняў я на мінулым тыдні с асобнымі экспертамі беларускімі абмяркоўваў вось гэты узгаданы намі ўжо з вами мігранцкі крызіс на польскай мяжы, і все сыходзяцца на думцы, што гэты крызіс паціху затухае. Тым не менш, ніхто не выключае такога развіцця падзеяў, што беларускі рэжым пойдзе на эскалацыю канфлікта, дакладней пошукі новых нейкіх варыянтаў развіцця гэтага канфлікту і магчымых нейкіх военных сутыкненняў, правакацый, процівастаянняў, прычым не толькі на польскай, але і на украінскай мяжы. Ва ўкраіне гэта абмяркоўваецца, нейкім чынам рыхтуюцца до такой магчымасці. Да, это было одной из таких важных тем, особенно когда кризис находился на пике, когда на границе, на переходе там Брузги-Кузница там до 2000 человек было сконцентрировано. Украина дополнительно усилила северную границу. И там то, что говорили наши пограничники, есть несколько участков, в которых они предполагают, что возможно были бы действия по прорыву границы, по переходу, потому что большая часть границы все-таки является сложно проходимой. То есть они понимают, на каких участках это физически возможно, и там усилили, провели учения. И сейчас, насколько я понимаю, остается повышенная готовность к тому, чтобы отражать эти возможные прорывы. И, конечно, здесь Кремлю, да, который я считаю основным инициатором этого кризиса, который он сделал руками Лукашенко, скорее не кризиса, а атаки мигрантами, очень выгодно было бы, чтобы случился какой-то инцидент с использованием оружия. То есть я думаю, что они максимально прилагают усилия для того, чтобы Польшу спровоцировать, Польшу, Литву на использование оружия, чтобы потом это можно было демонстрировать как вооруженную стычку на границе. То есть этот сценарий не отпал, и даже несмотря на то, что количество людей на границе уменьшилось, вот сегодня там говорили о том, что 800 человек — это очень большая группа, и другие менее крупные группы могут продолжать атаковать границу и со стороны Беларуси в Польшу и со стороны Беларуси в Украину. И это, конечно, будет использовано для информационных манипуляций и операций. И одна из них была на прошлой неделе, очень яркий случай такой прямо, по которому можно вот наглядно показывать, как Кремль реализует свои информационные операции. В медиаполе украинском была запущена дезинформация о том, что группа мигрантов с территории Беларуси пыталась прорваться в Украину, и их якобы расстреляли украинские пограничники. Было подготовлено специальное видео фейковое, которое распространилось в том числе через
путем взлома, то есть хакерских атак через реальные сайты, были сделаны фейковые заявления Госпогранслужбы украинской. Вот, и хорошо сработали здесь наши службы, которые выявляют и противодействуют таким информационным атакам. Они в течение, очень быстро, в течение одного дня показали, как информация эта распространялась и каким образом была эта атака совершена информационная. Это все оказалось, естественно, дезинформацией, но это показывает нам, что это направление будет использовано, и оно может быть еще более остро использоваться. То есть сейчас речь идет о том, что расстреляли якобы группу мигрантов, а завтра будет запущена дезинформация о каком-то военном инциденте, о том, что какие-то люди или военнослужащие какие-то действия совершили. То есть это показывает нам, что это направление, оно будет использоваться, и сейчас война уже же происходит в большей степени не в физическом мире, а сначала, то есть она поэтому и гибридная, потому что сюда очень большое влияние и большое значение имеет именно вот эти вот информационные вбросы, так называемые. Ай, вы ведаеце, все ўжо давно зразумела, што за ўсім стаіць Вашынгтон, ЗША, гэта яны тут баламуцяць ваду. Вот Лукашенко ж сказаў, што весь этот міграцыйны крызіс быў задуманы і прыдуманы захадам, каб адцягнуць беларускія вайскоўцаў, сілы нашы, каб не маглі дапамагчы Расіі у тым выпадку, калі Украіна нападзе на Расію, на вот такую агрэсію, да якой Украіну падштурхоўвае НАТО. Учора я читаю, што паведамленне ТАСС, інфармацыйнага агентства, што в Украіну пад выглядам натаўскіх інструктараў едуць наёмнікі-баевікі. Ізноў штосьці там вот пойдуць гэтыя наёмнікі і устроіць правакацыю на украінска-беларускай мяжы, расстраляюць чарговую групу турыстаў. Тут проблема в том, что Кремль очень хорошо научился делать эти информационные операции, проводить их, и одно из их направлений это является создание хаоса из версий. То есть когда происходит какое-то событие, одновременно вкидываются десятки различных интерпретаций для того, чтобы сбить, то есть невозможно было понять, где правда, а где ложь, для того, чтобы нужно было одновременно эти все версии проверять. И, конечно, сейчас мы видим, по нашим оценкам экспертным, сейчас уровень информационного влияния находится на уровне 2014 года, то есть года начала российской агрессии. Я напомню слушателям из Беларуси, что российская агрессия, она стала возможна в том числе благодаря тому, что под это была подготовлена информационная почва предварительно. Это потому что именно конкретные уже военные действия, они произошли, потому что была подготовлена информационно для этого возможность. Поэтому вот и сейчас уровень, он сопоставим с тем, который был в 2014 году, и это, конечно, очень такая тенденция опасная, потому что если мы будем проводить параллели, то мы можем понимать, что не исключено все-таки, хотя и оптимистично смотрю на будущее и на то, что все-таки не будет полномасштабного военного вторжения, но тем не менее мы не можем исключать варианта, что будут какие-то провокации или какие-то инциденты как раз использованы, и как раз они будут подготовлены тем, что вот такие вот информационные вбросы будут сделаны предварительно. Дякую вялікі. Ну што ж, вось чарговы раз мы з Марыяй Аўдзеевым нагадваем усім, што трэба уважліва ставіцца да інфармацыі, скептычна дзесьці нават, і не трэба верыць усяму. Дякую вялікі. Марыя Аўдзеева, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.